В Сысольском районе от коронавирусной инфекции привились 2345 человек. Завершили оба этапа 1659. Как нам сообщили в ЦРБ, сегодня вакцинация идет полным ходом. Активнее всего прививки делают люди старшего поколения. Кому за 60. Обращаются в поликлинику и целые организации. Среди активных – педагоги, особенно из отдаленных сел и деревень. Елена Кононова о том, почему так важно защитить себя и близких. Спокойно, аккуратно вести себя в кабинете, одевать защитные очки, халаты обязательно, режущим инструментом от себя работать, на остроту не проверять. Эти элементарные правила должен знать каждый входящий в мастерскую обработки дерева, где приходится работать на станках. Для учителя технологии Ильи Розина техника безопасности всегда на первом месте, ведь это прежде всего здоровье детей. По этой же причине педагог один из первых в Визенке сделал прививку от коронавируса, чтобы самому не заболеть и других не заражать. Илья Розин не понаслышке знает, как тяжело протекает ковид. Многие из близких родственников переболели. В первую очередь обезопасить себя, ну и во-вторых обезопасить своих родных, близких, свою семью. Ну, так как я еще работаю с детьми, чтобы не передалось ни детям. Николай Крюков сегодня сидит на вахте, но еще вчера преподавал в этой же школе ОБЖ – основы безопасности жизнедеятельности. Много лет учил детей тому, как сохранить здоровье, поэтому прекрасно знает, что от вируса защитить способна только вакцина. Вакцинироваться я решил сразу же, когда появилась возможность на вакцинацию. Прежде всего, конечно, заботясь о своем здоровье, здоровье своих окружающих. Семья, дети, внуки. Внучка уже есть, поэтому я думаю, что обезопасить себя и свою семью очень важно в данных условиях. Как известно, учителя, как и люди старше 60 лет, в зоне риска, ведь дети, как правило, переносят вирус в легкой форме и потому могут быть потенциальными носителями коронавирусной инфекции. Так, например, в школе Визенги 25 преподавателей из 100 перенесли ковид, некоторые из них крайне тяжело. Сейчас переболевшие очень много побочных, то есть и появились гипертония повышенная, то есть и задыхаются, и осложнения на бронхи, то есть объем легких уменьшился и задыхается при подъеме даже на 3-й этаж и так далее. В общем, очень плохо. У кого-то пропадал голос, у кого-то появилась какая-то дополнительная усталость, кто-то не может уже такой объем работы выполнять, то есть они говорят, мы устаем очень, то есть вот эти все, конечно, бесследно ни для кого не прошло. Поэтому, по примеру своих коллег, на вакцинацию идут и остальные педагоги. Заместитель директора школы Елена Евгеньевна тоже была в числе первых, кто привился. Это ведь не только ее здоровье, но и родных. Теперь она спокойно может съездить на родину, в Оренбургскую область, проведать свою старенькую маму. Елена Кононова, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган, Сысольский район.